Студенческое общежитие АГУ рассчитано на 230 человек. В первую очередь рассматриваются заявки от иногородних студентов, говорит заведующий общежитием Зураба Амичба. Это даже не общежитие, а один большой дом, в котором предусмотрены все комфортные условия для того, чтобы студент мог сконцентрироваться исключительно на учебе, говорит Амичба. Пока здесь проживает более 40 студентов. Заявок много, сейчас идет процесс оформления и заселения. Условия нормальные, на мой взгляд. Минимальное, чтобы они нормально отдыхали и учились, есть. Конечно, когда мы заселили, мы заметили еще какие недоработки, что нам надо делать. И эти вопросы решаются с помощью руководства университета. Со всех районов практически проживают. Сказать, что у нас там пустует все, никто не хочет, мы этого не можем сказать. Также ажиотажа тоже такого нет, но люди смотрят, изучают, друг друга передают. Намного выгоднее, потому что с одного студента берется за проживание 50 рублей в сутки, то есть 1500 рублей в месяц. Здание студенческого общежития соответствует всем современным нормам. На каждом этаже есть кухня со всем необходимым оборудованием и мебелью. Ну, я здесь уже как неделю. Мне очень нравится. Здесь чисто, хорошо, удобно. Здесь с девочками тоже познакомились. И хорошее впечатление. Комнаты в общежитии рассчитаны на 2 человека. Все они по-домашнему уютные и светлые. В каждой есть необходимый инвентарь и мебель. Девушки и парни будут жить на разных этажах. Я живу в Гвадалутском районе, и очень трудно каждый день ездить, и поэтому приходится снимать. Вначале я снимала комнату, находится тоже комната очень далеко отсюда, и поэтому, когда я узнала, что открылось общежитие, конечно, хотелось поближе, и вот очень удобно, и условия очень хорошие, комфортно. На территории студенческого общежития АГУ установлена современная электрокотельная, которая обеспечит здание горячей водой. Помимо этого, на всех этажах установлены системы противопожарной безопасности и огнетушители. Есть 3 аварийных выхода. Шланг здесь специально, труба покрашена специальным цветом, подведена сюда. Далее, вот огнетушитель. Все они проверены, в исправном состоянии все находятся. Более того, если, вдруг что-то заметили, где-то задымление, охрана и все сотрудники, но первым долгом охрана и вахтеры знают, какую кнопку надо нажимать. А кнопка расположена вот здесь на каждом этаже. Затем куда звонить. Везде установлены специальные сигнализации. Монитор там находится. Видеонаблюдение везде, кругом все видно. В общежитии действует комендантский час. Вход студентов в здание осуществляется строго по пропускам и только до 23 часов. А приглашенные лица могут войти после того, как предъявят охране документы, удостоверяющие личность. Видеонаблюдение здесь круглосуточное. Наружные камеры 8 на каждом углу. Ворота видны, въезд в это общежитие. Все просматривается с наружной стороны. Вот. Есть внутренние камеры, вход в фойе, камера, 9 камер, по этажам по 2 камеры, просматриваются коридоры. Помимо всего прочего, в здании общежития АГУ размещен медпункт, где смогут оказать первую медицинскую помощь. Есть также библиотека, читальный зал, где студенты смогут спокойно готовиться к лекциям. Есть также спортивная комната, где на досуге можно играть в настольный теннис. На Алакове, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.